Здравствуйте! В эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. Папа Римский в Вашингтоне. Политика понтифика. Рейтинги популярности Си Цзиньпина в США и России. Должна ли Москва опасаться сближения Пекина и Вашингтона? И как невозможное стало возможным, Барак Обама и Владимир Путин встретятся на полях Генассамблеи ООН. Все это в эфире программы «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко. Специальный гость нашей студии – российский журналист и комментатор Сергей Пархоменко. Одно из ключевых событий для США на этой неделе – визит в страну Папы Римского. Франциск, 4-й глава Римско-католической церкви, приезжающий в Соединенные Штаты. Его визиту придается огромное значение не только из-за статусности мероприятия самого по себе, но и из-за особенностей лидерского стиля понтифика. Он уже не только религиозная, но и отчасти политическая фигура. В Вашингтоне, где папа провел 3 дня, его визит рассматривали через увеличительное стекло политики, рассказывает Санжар Хамидов. Папа в Вашингтоне. Мировая пресса и социальные медиа этот визит уже назвали историческим. Впервые со дня основания католической церкви ее глава выступил на совместном собрании обеих палат Конгресса. Сегодня самый народный понтифик Франциск – лидер по популярности социальных сетей и не только. У него больше ретвитов, чем у президента Обамы. Нынешний Папа Римский сочетает в себе качества пасторские и социальные. Его кампания по сближению церкви и паствы работает без сбоев. Так, например, когда монах иезуитского ордена Франциск признал теорию эволюции Дарвина, что противоречит католической догме, его рейтинг вырос не только среди последователей. С первого дня избрания на Святой Престол Папа Франциск отказался от автомобилей дорогих марок и роскошных, расшитых золотом одежд. По американской столице он передвигался на машинах поскромнее. Сначала это был бронированный Fiat 500, а затем понтифик пересел на папомобиль, сконструированный на базе джипа Wrangler, специально для его американского турне. В Вашингтоне глава Римской католической церкви встретился с президентом Обамой и с американскими законодателями. С трибуны в Конгрессе Франциск призвал к состраданию и справедливости, заявив, что политическим партиям необходимо приступить к решению социальных проблем в обществе, где растет пропасть между бедными и богатыми. Он особо подчеркнул необходимость увеличения минимальной ставки оплаты труда, а также попросил обратить внимание на глобальное потепление и экологию. Рассказывал Санжар Хамидов. Стоит отметить, что со взглядами политиков-республиканцев, контролирующих американский Конгресс, взгляды Папы Римского расходятся по целому ряду вопросов. В сравнительном анализе, проведенном накануне визита понтифика журналом Foreign Policy, фигурирует иммиграция. Папа отмечал, что США должны помогать мигрантам, пытающимся въехать в страну из Латинской Америки. Проблема сирийских беженцев. Франциск призвал международное сообщество дать им конкретную надежду, а не ограничиваться призывами к терпению. Куба. Понтифик активно выступал за восстановление ее дипотношений с США. Изменение климата, вопросы организации профсоюзов, а также вопросы распределения благосостояния. Папа подчеркивал, что бедные люди сегодня находятся на жертвенном алтаре денег. Гомосексуальность. Если кто-то гей по доброй воле находится в поисках Бога, кто я такой, чтобы осуждать его, сказал папа. И, наконец, межконфессиональное согласие. Франциск вымыл и поцеловал ноги мусульманину-инвалиду в 2014 году. Слова и дела по единодушному согласию аналитиков сделали Франциска глобальным лидером. Его рейтингам могут позавидовать все американские политики, вместе взятые. Хотя, впрочем, почему только американские? Все тот же журнал Foreign Policy, специализирующийся на рейтингах, дал на этой неделе оценку популярности еще одного лидера, который более политических совпадений тоже оказался на этой неделе в Вашингтоне. Глава Китая Си Цзиньпин начал свой визит в США 22 сентября. В его преддверии аналитики наперебой предлагали свои версии того, что китайскому лидеру удастся достичь в ходе переговоров с президентом Обамой, не в последнюю очередь, основываясь на оценках текущей популярности, а иногда и непопулярности Си Цзиньпина. По версии Foreign Policy, опирающегося на данные исследовательского центра Pew, положительно к Си Цзиньпину в США относятся 28% опрошенных американцев. Рейтинг страны в целом опережает рейтинг лидера на 10%. Положительно Китай как государство оценивают 38% американцев. Примечательно на этом фоне, что самой высокой поддержкой опрошенных Китай пользуется в 2 странах – Пакистане и России. В Пакистане это 82%, а в России 79%.
Накануне этого эфира мы связались с политологом Полом Шварцем и спросили его о том, чего США, Китаю и России стоит ожидать от этого визита и переговоров глав государств. Я думаю, визит Си Цзиньпина – это важное событие для углубления американо-китайских отношений, хотя вероятны трудности при попытках сторон снизить напряжение там, где есть разногласия. Другими словами, особых надежд на какие-либо прорывы не возлагается. Возможно, будет достигнут прогресс в переговорах о перспективах открытия китайских рынков для американских компаний. Возможно, достижение определенного прогресса в вопросах борьбы с глобальным потеплением. Уже были начаты переговоры о двусторонних инвестиционных соглашениях. Вероятнее всего, при этом не будет ощутимых подвижек в решении существенных проблем, таких, например, как увеличение активности китайцев в Южном море и их территориальных притязаний. Что же касается геополитического треугольника Россия, США, Китай, Россия сейчас не сильно обеспокоена возможностью достижения прогресса в отношениях между США и Китаем. Они уверены, что сближение будет умеренным. Россия в последнее время сама очень сблизилась с Китаем, и по оценкам ее руководства эти отношения будут успешно развиваться в дальнейшем. Это был Пол Шварц в эфире программы «Настоящее время. Итоги». Далее в нашем эфире внутренние и внешние угрозы, реальные и мнимые, как основа нового социального контракта российских властей и граждан. Эта неделя в России была неделей громких разоблачений и судебных процессов. Начался процесс над гражданкой Украины Надеждой Савченко. Радиоинженеру Геннадию Кравцову дали 14 лет колонии строгого режима, обвинив в госизмене. Суть обвинения состоит в том, что через несколько лет после увольнения из ГРУ, сотрудником которого он был, Кравцов послал резюме в Швецию. Ну и, конечно, дело руководства Республики Коми, где губернатора Гайзера арестовали в связи с расследованием дела об организации преступного сообщества и мошенничестве. Российский журналист Сергей Пархоменко, находящийся сейчас в Вашингтоне, в одном из своих интервью накануне нашего эфира выразил мнение о том, что российское государство занято убеждением граждан в том, что существует реальная угроза их безопасности для того, чтобы иметь возможность перезаключить социальный контракт и получить равнодушие общества, которое способствует укреплению власти в статусе КВО в обмен на гарантии безопасности. Я спросила Сергея Пархоменко, являются ли, на его взгляд, процессы прошедшей недели частью кампании по созданию ощущения внутренней опасности в России. Мне кажется, что в политике вообще не бывает ничего, что объясняется каким-нибудь одним образом. Вот есть одна причина и все. И вот по этой причине это происходит. Всегда есть какой-то комплекс. Всегда есть несколько процессов, которые как-то переплетаются между собой и создают одно большое событие. Я бы сказал, что здесь есть комплекс. Скажем, одни вещи важнее и сильнее в случае с Савченко и в случае вот с этим несчастным человеком, который попытался устроиться на работу в Швецию. Другие важнее и сильнее в случае с вот этим руководством Коми. Есть несколько процессов. Они сплелись между собой. И с одной стороны, это действительно то, вот, про что я говорил и что вот вы сейчас напомнили. Действительно нужно подогревать в людях ощущение опасности. Система эта работает так, что она не просто требует все время высокой температуры. Она требует все время, чтобы люди ощущали, что вот кругом враги и что-то такое им реально угрожает. Если мы ставим, мы, в данном случае, это руководство России, если они ставят на истерику, истерику нужно разогревать, истерику нужно развивать. С другой стороны, есть, несомненно, признаки всяких сложных процессов и событий, которые происходят внутри правящей группировки. Ну, принято теперь описывать это все такими немножко биологическими терминами, что вот кормовая база сокращается и усиливается внутривидовая борьба. Так что надо что-то с этим делать. Надо что-то людям объяснять. Надо как-то объяснять, от чего это вдруг все произошло. А получается, что из-за врагов? Ну, конечно. Проще всего объяснить так. Проще всего объяснить, что как-то столько есть кругом недоброжелателей и столько кругом разных угроз, и у нас столько сил уходит на защиту от этих угроз, что, послушайте, какие сейчас пенсии, какое здравоохранение, о чем вы вообще? Как-то прекратите в такой трудный момент, такой ответственный момент для нашей Родины говорить о такой ерунде. Сергей, возвращаясь к разговору о новом социальном контракте между российской властью и обществом,
Именно об этом говорится в исследовании, выпущенном Московским центром Карнеги на этой неделе, и в нем приводятся такие данные. В сравнении с ноябрем 2005 года, в марте 2015, то есть за 10 лет, количество российских граждан, считающих Россию великой державой, существенно увеличилось. И изменения, естественно, относят в первую очередь насчет вот этой крымской кампании, всплеск патриотизма, как мы наблюдали. Но при этом делается вывод вот в этом исследовании центра, что в ближайшем будущем для поддержания этих результатов российской власти нужно будет победоносность свою укреплять и увеличивать. Вы сказали о подогревании, но здесь вот разговор идет о каких-то действиях. У российских властей есть такой ресурс? Вы знаете, ресурсов опять-таки много. И в условиях такого вот истерического разогрева действительно можно пользоваться многими разными методами этой пропаганды. Речь же идет о пропаганде. Речь идет не о том, чтобы что-то происходило на самом деле. Речь идет о том, чтобы создавалось впечатление о том, что что-то происходит на самом деле. Ну а на чем-то же это должно основываться? На чем-то это должно основываться. И это должно быть что-то, что произошло. Или, например, что-то, что могло произойти, но не произошло. Это тоже факт. Знаете, много говорят тоже в последнее время о том, что российская власть продает своему населению не только разные услуги, но и разные такие антиуслуги. А именно, вот мы могли вам запретить то-то и то-то. Ну, не запретили. Вот мы могли у вас отобрать вот это. Но не отобрали. Это же наша заслуга, да? Это же как-то... Цените нас за это. Эта ситуация воспринимается очень часто, когда сначала возникает некоторая угроза, она воспринимается очень ярко, она производит сильное впечатление, когда возникает некоторая угроза, а потом эта угроза куда-то девается. Понимаете, вот победоносность может реально выразиться в том, что мы кого-нибудь победили. А может победоносность выразиться в том, что вот была ужасная угроза, но она не сработала. Я думаю, что если есть задача увеличить эти проценты, а такая задача, несомненно, есть, то для этого совсем не обязательно в действительности организовывать какие-то политические события. Можно их имитировать. Или можно организовывать политические события в виде предотвращения других, более вредных политических событий. Вот и все. И чем дальше, тем больше вот этим дешевым способом российская власть и российская пропаганда будет пользоваться. Потому что для этого, в общем, не нужно ничего, кроме камеры и микрофона. Это недорогой способ. Не надо ни пушек, ни танков, ни самолетов, чтобы победить в войне, которая и не начиналась, которую мы сами придумали, которую мы сами описали, как-то сами всех напугали этой войной и ее последствиями, и сами же в уме ее выиграли. НАТО сейчас практически воспринимается в России, насколько я понимаю, как такая угроза, внешняя угроза и враг номер один. Ну да, это такое сказочное, такое эпическое существо, такое вот НАТО. И вот НАТО оно где? Да везде. А что оно, собственно, хочет? Да все оно хочет. А против чего оно? Да против всего. Тоже это такой удивительный воображаемый инструмент, который российской пропагандой создан. Но это надо чем-то поддерживать. Вот, на мой взгляд, среди разных мотивов, которые существуют за известной инициативой, уже теперь принявшей практические формы, инициативой появления серьезных российских военных сил в Сирии, есть и это. Понятно, что там есть очень простой мотив, который заключается в том, что Россия, российское руководство, Путин конкретно, нуждаются в темах для разговора. В темах для разговора со своей внутренней? Нет, в том числе и с внешней. Не только с внутренней, но и с внешней. Потому что есть набор тем, очень привычных для Путина, скажем. Ну, например, там, газовый диктат. Что мы будем делать с нашим газом, а что вы будете делать без нашего газа? Давайте это обсудим. Вот Путин много лет это обсуждал. Вдруг выяснилось, что газ иссяк. Он иссяк как неисчерпаемый источник для политических сюжетов. Но обсуждать-то что-то надо. Вот давайте обсуждать, например, роль России в умиротворении всяких ужасных режимов. Это тоже тема, которая
давно в российской политике существует, и давно уже Путин пытался эксплуатировать этот сюжет и объяснять, что он самый лучший в мире мусорщик, что он умеет, натянув вот перчатки до плеча, он умеет проделывать то, что никто больше не умеет. Разговаривать с Северной Кореей, когда-то он пытался разговаривать с Ливией, он пытался разговаривать с Палестиной, вот со всякими, значит, ужасными режимами давайте мы будем разговаривать, потому что никто из вас не может, а мы можем. Значит, сейчас он предлагает свои услуги в качестве силы, которая умеет разговаривать с Сирией. Это сюжет для переговоров. В Нью-Йорке состоится встреча между Путиным и Обамой, то она, наверное, состоится ровно на эту тему. Во всяком случае, Путину хотелось бы, чтобы она состоялась ровно на эту тему и обсуждалась, надо ему там присутствовать, не надо присутствовать, как присутствовать, какую он может сыграть роль, хороша ли эта роль, может ли эта роль усилиться, поддерживают ли эту роль Соединенные Штаты, почему Путин ведет себя правильно, а остальные ведут себя неправильно. Прекрасная тема для разговора. А разговаривать надо, потому что хочется быть в центре событий, хочется быть частью вот этого самого мирового клуба, и изоляция от него, каждый лишний день изоляции представляет собой реальную угрозу для влияния. И та же абсолютно ситуация складывается и вот в этих вот взаимоотношениях с НАТО. Давайте поговорим про НАТО. Давайте обсудим, куда еще НАТО пришло, куда оно не должно было прийти. Должна быть такая тема для разговора. Давайте на это мы согласимся, а на то не согласимся. Давайте мы здесь выработаем какие-то контрмеры, а там не будем. Давайте обсудим это. Вот сам процесс этого самого обсуживания, он в данном случае имеет значение. Но, конечно, есть еще одна важная вещь. Тут мы возвращаемся в начало нашего разговора, в тот, так сказать, диалог, который российская власть ведет с российским населением, и вот в это вот подогревание угрозы. Я думаю, что пришло время, когда нужно показать российскому обывателю, российскому телезрителю, прежде всего, нужно показать прямой контакт между российским солдатом и натовским солдатом. Надо просто, чтобы люди это увидели. Прямой контакт вы имеете в виду боестолкновение? Ну, какое-нибудь случайное, небольшое. Посмотрели друг на друга, прицелились друг в друга. Может быть, один раз выстрелили. Дальше можно будет это подогревать дальше. Но вы в предыдущем ответе при этом сказали о встрече Барака Обамы и Владимира Путина, что разговаривать надо с точки зрения России, потому что хочется что-то обсудить. А вот так объективно, если оценить, она сейчас полезна была? Ну, вообще, всякая встреча полезна. Всякая встреча всегда полезна. Вопрос в том, что стороны выражают друг другу в этой встрече. Мне кажется, что российскому руководству и Путину персонально очень важно сейчас было бы убедиться, что на самом деле можно продолжать в том же духе. Что на самом деле никто особенно не собирается на эту тему как-то волноваться. У вас там с вашим населением что-то происходит, какой-то странный разговор, вы там как-то решили управлять каким-то удивительным странным способом. Ну, продолжайте. В конце концов, это не наше дело. Вот то, в чем хотел бы убедиться Путин. Это то, что он пытается предложить сегодня тому, кого он теперь называет так называемыми партнерами. Есть теперь такая новая формула. Наши так называемые партнеры. Вот своим так называемым партнерам он предлагает это. Послушайте, не обращайте внимания, у нас тут внутри происходит кое-что. В конце концов, это вас не касается. Хотите продолжать зарабатывать? Зарабатывайте. Не хотите продолжать зарабатывать? Санкции объявляете. Ну хорошо, тогда давайте поговорим о том, чем эти самые санкции могут для вас обернуться. Вот мотив разговора Путина, вот тот разговор, который он хотел бы на эту тему вести. Мне кажется, что его потенциальные собеседники, его так называемые партнеры, не очень расположены к такому разговору. И мне кажется, что если этот разговор состоится, то Путину предстоит убедиться в том, что он ошибается. И что на самом деле никто не хочет оставить его в покое, что называется. Никто не хочет предоставить ему возможность вытворять внутри России то, что он хотел бы вытворять. Это был российский журналист и комментатор Сергей Пархоменко в эфире программы «Настоящее время. Итоги».
Перспективы встречи Барака Обамы и Владимира Путина, а также будущее НАТО обсуждали в конце этой недели в Атлантическом совете Вашингтона. В завершении дискуссии я спросила известного российского политолога Лилию Шевцову, о чем свидетельствует готовность лидеров США и России встретиться в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Говорят о том, что Путин действительно тактически и Кремль тактически выигрывает. То есть фактически этот путинский гамбит, он ведет к тому, что Обама будет вынужден после заморозки разморозить отношения и признать Путина в качестве члена концерта. Это именно то, что Кремль хотел. Именно то, что Кремль, по сути дела, эта цель преследовалась в течение последних полугода. Выйти из изоляции, выйти из маргинализации. Потому что Кремль понимает, Кремль нуждается в России сверхдержавы. А сверхдержава, которая является спойлером и, по сути дела, ауткастом, это не сверхдержава. Поэтому Путин выигрывает по очкам. Другое дело, что будет после, потому что, очевидно, на этой встрече будут различные обмены. Один из обменов – забудьте про Украину, забудьте о санкциях. Давайте вместе будем громить террористов. Пойдет ли на это Обама или нет, я не знаю. Белый дом в преддверии встречи подтверждает, что главным предметом обсуждения будет Украина. Пресс-секретарь Владимира Путина, в свою очередь, заявил, что главный вопрос, который хотел бы обсудить Кремль – ситуация в Сирии. А Украину обсудят, если останется время. Пока эксперты только рассуждают о том, конфронтационная или примирительная риторика будет доминировать на встрече глав государств, я попросила Лилию Шевцову прокомментировать противоречия в риторике и восприятии российским руководством возможностей и намерений Североатлантического альянса, участие которого в попытках урегулировать конфликт в Сирии увеличивается. Вы знаете, истина всегда одна. То, что в Кремле в принципе реалисты в отношении НАТО, это, по сути дела, признанный факт. Потому что только сумасшедшие будут считать, что НАТО вдруг захватит какие-либо базы в Симферополе, Севастополе и сделает натовскую базу. Так? Тем более после того, как после 2004-2006 года НАТО, по сути дела, уснуло и, может быть, начало свой путь к кладбищу. Так? Поэтому это просто риторика для того, чтобы создать врага внутри страны. А верят ли русские, россияне, так сказать, этому мифу? Да, если на вас льется вот такая пропаганда каждый день с утра до вечера, конечно, россияне вынуждены верить в какого-либо врага. Но, опять-таки, если задать какие-то другие вопросы, немножечко, так сказать, более, скажем, умные, оказывается, что 60% из тех, которые верят в врага, думают, что, а может быть, и это и не враг вовсе. 30% россиян готовы жертвовать для того, чтобы бороться с врагом. 25% готовы объединяться на основе военно-милитаристской проблемы, военно-милитаристской легитимации. Поэтому я думаю, что россияне хоть и зомбированы, хоть, может быть, треть населения, может, 15-20% населения еще верят риторике, но, в принципе, россияне прагматичные люди. Они уже привыкли к потреблению, они привыкли к нормальной жизни. Другое дело, что пока, очевидно, некому предложить эту нормальную жизнь. Поэтому вот у меня такой микс, знаете, из каких-то политических чувств и, в общем-то, оптимизма. Эта страна еще не потеряна. Это была Лилия Шевцова в эфире программы «Настоящее время. Итоги». На этом завершается наша программа сегодня. Мы подводили итоги недели 26 сентября. Папа Римский и Си Цзиньпинь в Вашингтоне, основа нового социального контракта российской власти и общества и грядущая встреча Барака Обамы и Владимира Путина на полях Генассамблеи ООН. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.